31 марта, 3 часа 3 минуты. Доброе утро, друзья. 31 марта, 3 часа утра. Я затопил печку, потому что стало прохладненько. Ромка спит, Влад спит. Две березы. Вот такие две половинки, которые были. Я их положил вчера на угли, они тлели хорошо. Угли еще были, сейчас буквально пару щепочек сухих положил. Схватилось быстро. И сверху еще одну березу сырую кинул, так что нормально. Тепло, но не жарко. Жарко тоже нехорошо. Все, у нас еще часик времени. Хотя, может быть, я даже передел будильник. Немного поспать тоже надо, потому что вчера поспали мало. Вот, день длинный, успеем еще порыбачить. Все, встречаемся на завтраке. В общем, хотел поспать. Но смотрю, на улице начало светать. И думаю, да ладно уже. Что спать тоже, пока приготовим завтрак, то все. Уже вставать надо. Короче, решил я приготовить завтрак. Завтракать сегодня будем. Вот у нас тут еще салат немного остался. Яичницу пожарим. Что-то будет подогреть, нет, Ром? Вот у нас короткий завтрак будет. Не знаю, кашу гречневую греть, не греть. Ладно, видно будет. Пока пожарим яички. Ты не встаешь еще? Стою. На улице у нас сегодня минус 8 градусов. Пока штиль. Посмотрим. По идее погода нормальная. По идее должно плевать. А как оно будет на самом деле, будет видно. Главное, затопил печку, лег спать. А уже все, уже выспался получается. Уснуть так не смог. Печка растопилась, везде стало тепло. И это у нас немного подзамерзли на улице. Кстати, скорее всего, из-за этих яиц я и не смог уснуть, потому что посмотрел температуру, большой минус 8 градусов. А я же помню, что я яйца ложил, что я яйца оставлял на улице. Так, где у нас соль? Так, лежу и думаю, блин, замерзну пить? Замерзну. Надо занести, но у меня там еще суп домашний, вон сколько остался еще. Ну тоже замерзнет, надо занести. Вот с этой мыслью пролежало минут 15-20, сразу не занес. Пока лежал тудым-тудым. Нет, надо занести. Вышел, занес. Посмотрел, уже половина четвертую. Плюнул. Думаю, давай-ка пора вставать, уже готовить завтрак и выходить на лед. Все-таки мы на рыбалку приехали, а не спать. Так что готовим, завтракаем и на речку. На речку, на озеро, говорю. Ну вот, последний штрих. Хлебушка нарезали. Хлебушек у нас сегодня вкусный. Хлебушек у нас сегодня с пекарни города Ухты. Ромка привез. Как пекарня называется? Так и называют. А, просто пекарня? Угу. Вот такой вот красивый, обалденный хлебушек. Сейчас мы будем кушать. Что, проснулся? Так,
Ставим чайничек. Стульчик Ромка оставил на еду. Так что сегодня придется как-то вот так вот, наверное, кушать, да? Видно? Чуть поднимем. Вот так вот, наверное, видно. Что, вставайте завтракать. Кушать подано. Или что, особое приглашение надо? Не, мне подать носки надо с сапогами. Носки с сапогами? Тоже неплохо. О! Это такой у меня будильник. Это такой у меня будильник. Время 4 утра. Так что будильник прозвенел, а у нас уже все готово. У нас уже завтрак на столе. Не знаю, кто как. А я уже завтракаю. Что разве говорить? Там в этом. А? Возьми там в сумке колбаски. Что раз я говорить не люблю, раз сказал, приготовленный все на завтрак. Кто пришел, тот пришел. Доброе утро должно начинаться с доброго завтрака. Да, Роман Геннадьевич? Обязательно. С доброго чая. А вот эти дела все оставим на добрый вечер. Потому что если доброе утро начинать с рыбацких добрых напитков, то день далеко не будет добрым. А вот для вечера это самое то. С устатку. Насладившись природой, рыбалкой, жизнью, сел, поужинал, за ужином хряпнул. Вот это замечательно. А в течение дня это не есть гуд. Так, у меня сзади не загореться бы. Печка сзади. Так что, друзья, не будем вас долго задерживать. Короткий завтрак. И встречаемся при первых поклевках, мама дорогая. Все, вот и чайничек вскипел. Сейчас заправим термос. Попьем чайковского. И будет все хорошо. Время 5 часов 20 минут. И у нас первая поклевка. Хорошо клевала или так? Да не, пилявка какая-то, ёрш может. Ёрш нет, ёрш бы заглотил. Это плотва, наверное. Шевельнули прикормку. Она почти вся вымылась. Надо уже новую заправлять. Но пока холодно. Что-то неохота размешивать. Потом потеплеет. Сейчас глянем. Я пробурил сколько? Лунок 15, наверное. Тут вот вдоль берега все. Возьму сейчас небольшую блесенку с червячком и буду пробовать. Ну давай. Ну давай. Покажи первую рыбку второго дня. Вот наш вчерашний улов. Такие 3 плотвы. Так, что взять-то мне, блесенку или это? Тонкую леску. Ты за живцом идешь, бери тонкую. Да. Нет, сначала блесной пройду, вдруг щучка возьмет. Тут возле берега щучки бывают.
Ладно, не получилось заснять первую поклевку. Беру блесенку с нимфой и иду вдоль берега. Короткая проверочка в поисках окуня. Ну, возможно, хапнет чучка. О, клюет, клюет, клюет. Тихо, тихо, тихо. Ёрш, ты был прав, Ром. Ты был прав. Но ерша на живца не будем, наверное. Его щука не любит, говорят. Говорят. Ну, в принципе, как первого экспериментального, тем более здоровый такой. Да? Вон, тут и поставь, он. Ладно. Рома сказал, значит поставим. Попробуем. Друзья, только что поставил жерлицу на окушка. Не успел отойти. Полсекунды прошло, бам, сработка. И ее даже вон. Короче, пробую. Что-то... Ой, бля. Все. Ушел. Ушел. Только хотел сказать, что-то идет. Вон такой вот окушок. И сход. Обидный сход. Он просто не успел его заглотить. Где-то килошка была. Главное, только-только поставил. Блин, позвал Ромку. Жерлицу аж видел, да, ведь? Как это? Аж дергало в лунку туда. Не стал ни подсекать, ничего, думаю, заснять это все. Заснял. Ой, вот есть небольшие издержки, конечно, в этих съемках. Но щука есть, это уже хорошо. Первая поклевка на окушка. У нас вон за снимером две жерлицы уже стоят. Первую поставил на ерша, Ромка поймал. Вторую на плотвичку, тоже Ромка поймал. Но это поймал и небольшого окушка. Поймал небольшого окушка. Вот так вот только поставил. Думаю, сейчас пойду половлю еще. Бам, сработало. Я сначала думал, окунь, что ли. А и вот так аж нагибает, блин. Не подсекал ничего, главное же. Рома! Ну, хотел, друзья, показать вам, как я достаю щуку. В итоге показал, как она сошла. Ну, ничего. Вот такое вот прекрасное утро. Солнышко встает. Время где-то около 6, наверное, уже. Клев слабенький. Вот, клюнул один окушок. Ромка поймал плотвичку. Влад вышел. Смотри, он что поднял. Ой, там что ли? Че, Влад, клюет? Клюет? Смотри, втихаря таскает, блин. Он только что вот рыбу выкинул. И молчит, молчит, смотри. Влад! Клюет? Ерши говорит? Да. Ну, ерши тоже рыба. Ладненько. У нас первый сход. Рыбачим дальше. Так. Влад поймал окушка. Поставил еще одну жерлицу. И вот только что вытянул вот такого вот окуня. Вертикальная блесенка у меня здесь с червяком. И еще вроде что-то клюет. Ага. Оп, есть. Второй на нимфу. Вот Ирина Баранова. И твоя нимфочка поймала вот такого вот красивого окушка. Не сильно крупный, но поймала. Вот такая вот мушка от Ирины Барановой. Питерская нимфа. Ловит. Клюет, это уже хорошо. Янскадан медозвом джащ. Ну вот и достойный полосатик вынырнул. Вот такой вот. Вот такой вот красавец.
Молодец. Обыкновенную маленькую мормышечку. Иди, иди, неси опарышей, червей и ту удочку. Можешь даже стул принести. Я говорю, можешь даже стул принести. Сейчас Ромку здесь оставлю на удочках, а сам пройдусь балансиром. О, есть поклевка. Потому что окунь, вот такие окуня, мне кажется, если в лесенка или балансир, почему бы нет? А вдруг пока утро? До 9 утра. Где? Ага, вижу. Сейчас работала? Да? При тебе или была уже сработана? Ну когда поворачивался, не было, когда начал идти, было. Блин, сейчас у меня здесь поклевка была. Ну ладно. Бог с ней, с этой поклевкой. Пойдем глянем, что там у нас работало. Разматывает, нет? Там у нас плотвичка. А? А, сошла даже, да? Видишь? Дергала хорошо, видать уже. Ну-ка, смотрим. Что тут пока есть? Вот она. Вот она. Инскаден. Плотвичка сработала. О, даже лутка. Даже лутка. На, отдай. Отдай. Это бы уже не сорвалось. Заглотила до жопы. Так. Ничего себе. Ничего себе. Вот это да. Так, ладно, у нас пока идет операция по доставанию двойника. Даже лутка уже успела проглотить. Ладно, вот такая вот у нас щука, друзья. Освобождаем двойник. Так, а этого мы щуку освободили. И не говорите, чтобы я ее отпускал. Во-первых, она заглотила до задницы. Во-вторых, я считаю, это нормальный размер. А плотва у нас, я так думаю, еще поработает немножко, пока живцов нет. Пиявок нет. Что за рана, видишь? Да-да-да. Ага. Может, тоже щука какая-то цапала ее. Может, еще пальцем, не? Ну, Пока снимал, может, пальцем, не? не знаю, может быть. Да нет. Ладно. Глубокая рана, старая. Ну-ка. Вроде. Он какая. Если он тройником только как-то. А, порвал, наверное, от желудка. Он же до желудка порвал, когда вытаскивали, наверное. Ну вот, и жерлица сработала у нас. Дай тряпочку. Там окунь клюет, кстати. Я уже 3 окуня поймал. Так что, идешь, да? Да. Ну вот, иди, пробуй. Ну, хоть засел. Так, что это у нас, поклевка или что? Ага. Оп, блин, прозевал. Он меня обманул. Оп, нет, нет. Идет что-то, идет, бляха, не достал. Вот он. Вот такой вот полосатик.
Полосатик пиву, полосатик пиву. На жерлице он, на живца он крупный. Так, а здесь у нас что? Сюда надо, наверное, парика еще нацепить. Что, здесь тоже не клюет, Ром? Что-то тебе нигде не клюет. Влад там руками машет, нет? Блин. Я на речку поеду, нет, сегодня? Мне кажется, уже нет, да? А? Я тоже так думаю. Тем более, если поклевки есть. Но это окунь с утра, он поклюет, как обычно, до 9 утра, потом он что-то перестает. Надо ловить момент, пока он клюет. Ох, клюет там, Рома. Достань там. Подожди, подожди, как клюнет потом. Можешь пошевелить, ничего страшного, это не плотва. О, не путай леску только. Можешь банку кинуть пока его. Может, живца не будет, хоть пока на крупных насажу жерлицы. Не, он крупный все-таки, он будет сам сработки делать. В банке вообще здоровый, блин. Через воду-то. Ну. Я ж хотел балансир погонять, блин. Опять сел. Скажи, вставай, вставай, иди гоняй, да, Ром? Дашь мне хоть стул посидеть. Ты пока на стуле сидишь, потом это, засыпать начинаешь, смотрю. Мы, блин, вообще не засыпают. Пока что. Пока что. Блин, все, пошел я, короче, за балансиром. На балансир интересно. Или вертикальную блесенку. Не, сначала балансир потягаю. Также может и щучка хапнуть, и окунь крупный. Тут вот такие крупные окуня есть. Вот на них бы нарваться. Вот именно здесь я их даже ловил. Красота, блин. На такую вот большую вертикальную блесну тяжелую. Окунь крупный есть, а щуки крупной нет. Не знаю. Ну, самый большой я здесь полторашку такой ловил и все. Знаешь, летом тоже не всегда 6-килограммовые берут. Как бы, да. Полторашка, бац, 7 килограмм. Клюет. У нас вот такой еще полосатик. Вот такой синьки. Ромка поймал еще одного. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 окушков уже у нас. И поклевывает. Янцкадан. Давай, давай. Вот так вот. 10-й. Уже веселее. Ты пошевеливай, пошевеливай, это не плотва. Она движение любит. Там, наверное, у тебя плотва заклевала, да, Ром? Ну, можешь сходить, проверить, может, заклевала действительно, если хочешь. Оп. О, этот более-менее, походу. Чуть-чуть. Чуть-чуть покрупнее. Вот такие вот. Сегодня можно будет рыбу пожарить, да, окушков? Масло есть, мука есть.
Я сегодня пойду, нет балансирить-то. Ром, может ты подергаешь на этой? Вроде поклевывает. А, Роман? Все. Уже нет. Ну и ладно, я хоть балансирить пойду. Ты до дна отпускаешь или повыше? Возле дна. Ты до дна отпусти так. Сначала коснись. И потом буквально сантиметров 10 и тереби его. У них нервы не выдерживают и хапают. Лед трескается, садится, что ли? Сейчас не так, а утром бы вышли, да, вообще. Это мы с тобой, наверное, просто встали на лед, он и просел. О, вот смотри, как он осторожно берет. Еле-еле-еле. Федоровка, спустится У меня там ёршика. получается сразу О, жерличный. Пошел я жерлицу ставить. Федоровка он спускается, что-то этот ёршика берет и улетает. Ладно, они всю твою рыбу перетаскают. ну, там ерши. Один блок, он говорил, был. А он возле ящика лежит, она там не ползает. А, уже там ползает. Да. Тут они. Надо, наверное, сходить за этими, за карасями. Конечно, убери в это, в корыто кинь. Не караси, а плотва, Рома. Карась. И проверите удочки тоже шевельни, может уже подошла плотва. Я до балансира, чувствую, сегодня так и не дойду. Окунь нет-нет, да поклевывает. Кстати, тут только на одну удочку. Вот Рома там одного поймал, здесь 3 на блесну, вот здесь на мормышку вот. Влад ёршика поймал, Ромка там окуня и тоже 2 ершей. А здесь нет-нет, да поклевывает. Надо балансир погонять. Может быть, крупного окуня получится выманить. Так интересно озеро. Оп. На каждом месте своя рыба клюет. Редко, когда вот... Ну, бывает, конечно, когда плотву ловишь, там на 100 плотвиц, бывает там десяток, как у нее может быть, выдернешь тоже перемешку. А так обычно или окунь в одном месте, или плотва, или ёрш. У каждого своя территория. Ладно, пошел я ставить жерлицу еще одну. Пока утро. Может быть щучка возьмет. Время 20 минут 9. У нас вот такие вот дела. Кучку окуней надергал. Только что пробурил здесь. Изрешетил участок такой. Лунок, наверное, 30-40. По старым лункам. Ну как старые лунки, сантиметров, наверное, 15-20 замерзло. Сейчас Ромка пошел буриться. Попил чаю. У меня тоже короткие чайпики. Буду совмещать, как говорится, полезное с приятным. Ничего себе. Ну ты сахара хапанул, конечно, блин. Ну и сахара ты капанул, блин. Как сироп. Еще говорит, половину сыпешь сюда, нет? Если бы ты полстакана сахара на термос высыпал, блин.
Вот такие вот прикольные малышки-хрустишки. Ни в одном магазине не видел. Продается только в фикс-прайсе. Вот такая круглая печенюшка и сверху типа глазури. Прикольно. С чаем как раз самое то. Вот хрустят. Окунь на стоячку не берет, а вот так вот теребишь на одном месте. Раз смотришь, кивок еле-еле остановился, и уже надо подсекать. А на стоячку бесполезно. Получается активность слабая. Но получше, чем было, когда последний раз приезжал. А так думаю, если погода сегодня будет, днем тоже должно поклевать. Чем не кайф, а? Вот так. Пить чаек возле лунки. В такую прекрасную погоду. Безветренную. Не холодно, не жарко. Ветер чуть-чуть небольшой. Окуни сначала замерзли. Минус 8 было с утра. А теперь вышло солнышко. Они начали потихоньку согреваться. Запрыгали. Влад что-то в избу пошел. Не знаю, там что-то у него клевал, не клевал. Еще полчаса надо. По старым наблюдениям окунь до 9 часов с утра поклюет. Потом перестает. Потом переходили на плотву. Днем плотва клевала. Не знаю, Ромка вот оставлял удочки свои тут. Приходил окуня тоже. Подергал. Блин. Туда пошел, говорит, всех червей поели, ёрш. Всех червей поели, говорит. И одна удочка аж в лунке, говорит, была. Получается, кто-то там был. Свежую прикормку кинул с утра. Перемешку. Мотыль перемолотый. Ваниль там что-то. И для фидеров какая-то там прикормка была. Не знаю, соберет она рыбу, не соберет. Посмотрим. Сейчас чай попью. Пойду по пробуренным лункам балансир погоняю. В надежде на крупного окуня. Так, ну что, будет еще поклевка, нет? Не хочет, ну и ладно. Поменял лунку. Вот такой вот красивый окунечек. Красивые на этом окуне, на этом озере окуня, вон такие перламутровые, как бы даже вон. Цвет вообще прикольный, вон такой красновато, перламутровый такой. Плавники яркие. Вообще красавцы. На каждом водоеме, на каждом окунь разный. На Печоре он одного цвета. На болотных озерах они черные, с большими глазами. А здесь озеро проточное, и они вообще красавцы. Без игры не хотят. Нужна игра. А балансир почему-то тоже не берут. Поймал штук пяток, наверное, еще таких средненьких окушков. Годных на жерлицу. Надо бы поставить. Ромка лунки приготовил. А как? Как ставить, если поклевывает? Влад, хвастай, что поймал.
Где здесь? Да, там. Плотвы нет, да? Нет. Нема. О, блин, ну так, да вторую тоже ничего, смотрю там. Да, такие, говорю, настоячку, блядь. На мормышку, на блесну? Настоячку, блядь. А, на стоячку? Да. Так, ну а мы поставили сколько? 9 получается. Еще одна жерлица осталась. Ты прикормку туда прямо рассыпаешь, да? А, я оставил, я так в сетке, получается, у меня там на месте. А что плотва-то не берет, блин? Да я хер его знает, что она не берет подводы. Ни одной поклевки, да, не было? Нет. А это сама, у тебя где это ложка какая-нибудь? Ложка? Ну, которая есть. Вот это. Пошел яичницу пожарить, блядь, и даже это, ложку не нашел. А что, у тебя ложки нет? Да где-то была в рюкзаке. Рылся, блядь. А если была, то найдешь. Там ложка у меня. Так, ну чё, пойду-ка я прогуляюсь, попробую балансира, может, дерни чё. Вот я ерша на блесну поймал. Здоровый, небось. Ну, такое нормально. Так, время у нас уже 10 часов. Как я вам и говорил, в 9 часов клев прекратился. И окунь не клевал практически нигде. Рома пробурил, здесь старые лунки были посередине. Глубина здесь вообще большая глубина. Я начал искать, и мне кажется, я нашел окуневую стайку на глубине. Вот она. И здесь клюет. Нигде не клюет. Смотри, вот весь берег обошел, ни одной поклевки не было. А тут клюет. Ты что, будешь на балансир пробовать или этих подергаешь? А? Давай здесь подергай. Ну, сейчас я тогда балансиром попробую пройтись. Потому что здесь стайка, видать, есть. Может, он утром возле берега, а днем, может, на глубину уходит. Только очень глубоко здесь, ну, аккуратнее, старайся не запутать леску. Он от дна до дна положил, приподнял чуть-чуть и три сияния, бац. Видишь, вот, видишь? Понял, да? Нигде не было, а здесь есть. Вот, этот уже, вот тот на жерлицу, может, еще пойдет. Крючок тупой, так что сильнее подсекай. Но без фанатизма, а то потечешь сейчас. Вот этого на жерлицу можно еще. Сразу удочку в сторону кидай, и это, по ветру, ветер оттуда. Так, на, разберешься. Я попробую на балансир где-то рядом здесь. Может, что-нибудь. В принципе, если он такой активный, он может и на балансир взять. А там перестало, да, возле берега? Интересные все-таки это окунь. Я думал, клевать перестал, а они, оказывается, отошли от берега на глубину. Так, попробуем на балансир. Почему-то мне кажется, если он такой активный, он должен на балансир брать. Но то, что мне кажется, это не факт. Не хочет. Ладно. Жерлицы стоят. 9 штук у нас. И тишина. Ну вот и балансир принес результаты. Вот такая вот чуренция попала на балансир. Ударила он. Нижний тройничок попалась. Главное, смотрю ворону.
как она, Влад ушел в избу, а ворона там то ли рыбу, то ли прикормку. Получается, балансир неподвижно стоял у меня. И стоячий балансир прям ударила вот эта щука. Энцкадан. Ирина Баранова. Узнаешь свой балансир? Вон, твой балансир уже принес результаты. Первая рыбка — это вот такая вот щучка. Балансир от Ирины Барановой с Питера. Так что я, как тебе и обещал, что все нимфы будут. Твоя нимфа уже поймала окуня. Твой балансир уже поймал щуку. Так что все ловит, все отлично. И большое тебе за это спасибо. Ну что, балансир от Ирины Барановой принес мне вот сначала вот такого вот окушка, а потом и щучка хапнула. И обратите внимание, она вся в пиявках. Опять же, вот раз, два, три, 4, 5, 6. Вся в пиявках. Получается, она стоит. Сначала клюнул окунь, потом ударила щучка. Вторая щучка уже на балансир. Так что, Ирина Баранова, твой балансир работает. И еще раз спасибо. Ну и заодно посмотрим. Может быть, и на камеру что-нибудь ударит, потому что было небольшое затишье, камеру выключал сейчас. А потом практически сразу окунь, а потом практически сразу ударила. Не то чтобы ударила, она сразу повела, видать, удар и сразу в сторону. На такой глубине стоит. А жерлицы вон молчат. Сколько там, 4 жерличных окуня поймали уже, да? Угу. Надо поставить, пусть стоят, может когда-нибудь да пройдет что-нибудь. Да куда пройдет, они вон стоят все в пиявках, блин. Надо ходить самому искать. И не сразу ведь сначала вот окунь, а потом щучка. И все. Пока и на голову не попадешь, получается, не поймаешь. Да, я, наверное, балансиром пока... О! Это что? Меня будить? Хап! Иди сюда. Что там, тишина? Что-то глубину успел найти ты, щукой тут. А, понятно. Ну, не хотят на камеру, совсем не хотят. Ну вот и еще один окунек-ванек клюнул на балансир. Вот такой вот окунек-ванек. Где-то после щучки раз, два, три, 4-я лунка. Короче, как я понял, надо ходить и искать его. Тут один, там один. Они разберились по всему озеру или стоят. Одно из двух. Ну и то неплохо, если на каждые 5 лунок по одному окуню, до такому можно и походить. А балансир интересно. Всегда ожидаешь удара. Я как-то прошлый год на балансир даже хариуса здесь поймал. Хорошенького такого. Все. Камеру включили и тишина. Нет? Блин. Вытащил со рта. Тюкнул. Кто-то тюкнул. Он сейчас укололся уже. А у тебя какой это? Какого цвета балансир? А, не поймешь, синий, голубой. Да без разницы, у тебя тоже нормально. Если он есть, он будет просто ходить надо и... Ходить и искать его надо. Так, подождем, может еще второй раз возьмет. Укололся. Тюкнул слабо и зацепился еле-еле.
Рома пошел за буксировщиком, чтобы привезти жерлицы. И кричит: папа, здесь работка. И видим такую картину. Кто-то был. Так и лежало, да? Да. Ну-ка, на, снимай. GoPro, снимай видео. Снимаешь? Молодец. Так. Ну, Господи благослови. Петр Павел, рыбный бог, дай нам щучку. Так, пока идет. О, Янска, да. Янска, да. О, вся в пиявках. О, заглотила, смотри, до желудка опять, в полное брюхо. Ха-ха! О, жерлица работает потихоньку, погода устаканилась. И, видать, начали потихоньку шевелиться. Вся в пиявках, вся. Это самая крупная пока, да? Вроде как. Угу. Ну как-то вот так. А у нас время обеда. Влад пошел греть супчик, который он вчера варил. Так что мы сейчас пойдем кушать вкусный супчик. Ну, процедура отцепления. Думаю. Кстати, у меня там это есть, как его, отжим. Плавники такие интересные. Обкакался бедный. Ладно, все. Инскадан. Рекламная пауза. Обед. Ну нет, это для костей. А, Крылышки. а где у нас же пакет где-то был? Обедушка для костей вон. Ой, нет, вон для костей. На обед у нас сегодня супчик вчерашний от Владислава Викторовича. Сделано с душой, да? Нормально сделано, ё-моё. Смотри, Где? как желе получилось. Делись рецептом с подписчиками. Как ты такой суп варишь? Состав что? Ну, макароны вижу, курица, картошка, морковка. Все как обычно. Да, все прав. Поджарка. Вот только остыл немного. А так да, Не, вкусняшка. наваристый. Что, за обедом по 50 капель будем? Будем. Без фанатизма, но немножко можно, да? Так, где у меня стопочки-то? Не знаю, где, куда ты убираешь. Стопочки. А я все со стола убираю, потому что здесь могут мышки. Ну-ка, мой питомец. Съел хлебушек, нет? Да Съел, мой хороший. Что, бегают? Реально бегают? Да их надо накормить, чтобы не бегали. Слушай, я Съел. тут первый раз птиц видел, вот сейчас дверь открыта была. Они такие маленькие, толстенькие и серые. И вот здесь вот две белых полоски. Друзья спрашивали, почему я не кормлю домового. Все кормлю. Это просто не каждый раз в кадре попадает. Вот утром положил пол кусочка хлеба, все унесли, все съели. Так что у меня с домовым все в порядке. А вот куда же? Куда же? Там нету, Рома, нигде топорей на столе? Ну-ка выключи пока. Как люди говорят, что камеру. с крылышек невкусный суп, блин. Сделаем красиво. Заслужили мы сегодня это. Заслужили. Сколько Чуть. килограмм-то? Килограмма 3 поймали? Килограмма 3 есть, наверное, да? Конечно, есть. Просто мелкий окунь, да? А почему? И там нормально есть окушки. Щучек, наверное, сколько там общей сложностью? Штук 5, наверное, всяких разных. Как 5? Да 3 же. Почему 3? На жерлице 2, да? Уже 2 на жерлице, да ну вас. 2 на Одну. жерлице. Сейчас. 3 на жерлице.
2. Две. Нифига. И И на блесну. Раз, два. 2. Тут мне кажется 5 там. И одну на удочку. Где А. 2 крючка опарыш и череп. На блесенку, да, на удочку хапнул. Верно. Плотву мы сегодня не поймали. Ты поймал сегодня, да? Плотву? Слушай, ну такая крупная, реально. Ну, Они есть тут, они героя, просто... блин, вообще они крупная. просто пока не И хотят. удочка вот так и стояла, блин. Время плотвы еще не подошло. Надеюсь, за эти 2-3 дня успеем. Обратно. Ах ты шкодник. Будем, друзья. Это тумана, что ли, идет, да? Да. Такой. Я бы его, конечно, бы взял сюда, но Слушай, в этот год... он же, шалопай, залезет вот это Искупаться. полынью, и он больше оттуда не вылезет, он утонет. Да, ну что? Кабельки не умеют. Суки еще могут выкарабкаться, а у него же штырь. Ну как он вылезет? Он туда, он в лед упирается, он туда, он в лед упирается. Да, на тебя нахрен. Я тебе серьезно говорю, кабельки не... Если кабель провалился, это уже все, он обречен. Да, ну, блин, Если только ты за ним не полезешь. что за бред. Слушай, что-то в этом году Троицк вообще не радует рыбалкой, блин, да? Ты Троицк? считай, да, ты считай, всю зиму шарахался. Вот считай, мы с братом 2 раза всего лишь... А, нет, 1 раз я без него, а 1 раз с ним, 1 раз без него. Блин, реально, ведь какие в день стабильно черные ловишь. Ну, без рыбы, допустим, мы не сидели еще дома. Рыба на столе была всегда, скажем так. Начнем с этого. Не, ну ты же говорил, что 4 дня там на ползал, там Ну, 15. здесь был. Здесь я был 4 дня. Ну, Привез как раз вроде бы. Перед 8 марта вроде бы я здесь был. Ну, я все перепутал уже. На пустой не приехал. Погода, во-первых, была говно. А во-вторых, что у меня там? Десяток, как у него таких было. Ну, которые покрупнее сегодня. Потом щучки были, я не помню, штук 5, наверное. 2 полотвицы. Нормально. Никогда не жалуюсь. на жерлице тоже, да? Пару штук, да. Остальных на удочку. Сегодня на балансир главное. Смотрю, там ворона у тебя таскает рыбу. Не боится. Я на нее засмотрелся и перестал двигать. Она стоит. Ну, может, колебания от руки небольшие. Бам! Нормально. Окушки хорошенькие. Ну, у тебя, наверное, самый крупный из окуней. Угу. Настоящую пару взял. Так, между первой и второй промежуток маленький. Что, выключать? Ну? Нет, сейчас что? А маленький. По одной стопке. Это как выключать? Друзья мне по второй уже налили, а как это по одной? А, степнемся, друзьями. С товарищами. Оказывается, вещь. Ну так. Опыт не пропьешь. Да. Смесь ингредиентов еще та. Ну давайте. Поднимем бокалы за рыбалочку, за природу, за свежий воздух, за отличную погоду, за прекрасное настроение. Какой И ветер? чтоб такое было Разбираешься, всегда. Что? нет? Разбираешься, какой ветер сейчас будет? Ветер оттуда. Я тоже знаю. Давайте. С вами, с нами. И с вами, друзья. Ой, 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 ой. Ну вот, короче, так, по чуть-чуть не дотянулся. Там у меня Серега с Камчатки, друган, ты вчера спал, я уже тут речь толкал, когда. Тоже тут сидел, говорил, и Серега
Сделал ролик. «Берега» называется. Обязательно посмотри. Я ссылочку дам в описании своему ролику вчерашнему. И ты зайдешь, первую часть посмотришь, по описанию ссылочку найдешь, нажмешь и Серегин ролик посмотришь. Называется «Берега». Это Серега на Камчатке, а я вот в этой избушке. И мы вместе пьем. Вот так вот. Что, Ромка, это лучше, да? В избушке, чем за партой. А уже за партой не помню, когда последний раз был, то уж месяц не учимся, наверное. Нет. Вот такие потом и будут у нас электрики. А вы-то что не учитесь? Почему? Из-за карантина. Чем отличается плюс от минуса, Ром? Палкой. Палкой? По хребту? Плюс это положительное, минус отрицательное. Не зря учился 3 года человек. Все знает. И в электрике нету минуса. Да. Есть масса. Да, что мы говорим. Ешьте салат, пока не скис, уже 3 дня салата. 2. Ну, как вчерашняя погода была, он не скиснет, он замерзший был салат. Вот заметь, по насту катаемся, склизы сухие на буксировочке. Вот если бы не было вот этих царапок, 2 тросика торчат, они бы у меня горели. А так, Что торчит? ну вот тросики торчат, видишь, вон Алюминиевый. спереди вот тросик торчит такой. О, Вот он царапает, и снег, лед, вот это, брызги идут на склизы, и они складываются. Вот так вот. Ладненько, включай. мы будем кушать, пока выключаемся. Встречаемся на озере при первых поклевках.